Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, пожалуйста, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Земной поклон всем тем, кто делает донаты моему каналу. Мои милые, прошу за вас у Всевышнего, чтобы вам послали в 1000 миллион раз больше, чем вы помогаете моему каналу. Огромное вам спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Скоро перемены спешат в вашу жизнь. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни и загадайте на свое будущее. Задайте такой вопрос. Какие перемены спешат в мою жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на то, какие перемены спешат в вашу жизнь. Так, ну что, мои милые, ждите большие деньги. К вам идут большие деньги, причем несколько сумм. Я не знаю, может быть, вы что-то продадите, либо вы наследство получите, либо в лотерею выиграете, либо вам какую-то компенсацию выплатят, либо... Вы знаете, ну тут какой-то счастливый случай. Вот как ни крути, идет именно счастливый случай. Я вижу, что деньги, большие деньги идут в вашу жизнь. А вы как будто бы... Может, кто-то в долг даже даст, да? То есть какая-то вот большая сумма неожиданно приходит. И причем, знаете, как 2 раза идет. 2 раза. Либо в 2 выплаты придет, либо как-то дважды вы получите. Большие деньги. Да, очень большие деньги. А вы за эти деньги переживали, либо будете переживать. Знаете, кто-то будет переживать, как я буду отдавать, а кто-то будет переживать, что мне с ними делать, как мне их правильно потратить. Да, мои милые, я скажу вам такую вещь, когда у вас эти деньги появятся, у вас и появится какой-то человек, который попытается вас, ну, соблазнить на что-то, да, и вы еще будете удивляться, да, ну как он узнал, как он это все понял. Но там какой-то сговор, может быть, в банке, может быть, как-то вот, ну, какая-то коррупция присутствует, да, что-то передали информацию о том, что у вас денежки есть, и вас прям будут атаковать с предложениями. Вы никого не слушаете, знаете, что эти все предложения пустые, они направлены лишь на то, чтобы у вас эти денежки отобрать. Так, мои дорогие, дальше по переменам идем. Поездка вам идет, причем поездка не одна. На ближайшие, ну, так скажем, полгода у вас какие-то 2 дальние поездки выпадают, прям 2. И это не туда-обратно, это именно 2 разные стороны. Но далеко будете ехать, будете ехать с каким-то чувством ожидания, с каким-то чувством надежды. И я скажу так, что ваши надежды и ожидания оправдаются, но немножечко не с той стороны, как вы задумывали. Еще я вижу какого-то скользкого типа, по-другому не скажешь, который будет пытаться вас, ну, уговорить на любовь, что ли, да, на отношения вас раскрутить. То есть, почему скользкий? Да потому что человек, он будет как-то хитро с вами поступать, да, не прямо скажет, что все, люблю, давай, куплю, люблю и полетели, а будет как-то вот прям... Какое-то у него ухаживание с вами будет очень неприятное. И вы, может быть, это ваш начальник, может быть, это человек, который, ну, не знаю, какого-то высокого положения. Вы будете чувствовать себя не очень, не камильфо. Поэтому, мои дорогие, не бойтесь сказать «нет». Бойтесь дать надежду, потому что этот человек, он не умеет ухаживать, он привык, что там женщины ему на шею вешаются, и он от вас этого будет ждать, и если он этого не получит, то он может отреагировать просто как-то непредсказуемо. Но если вы сразу обозначите, что, дескать, я люблю другого, да, либо у меня на уме сейчас там дела, а не розовая мишура, то человек отнесется с пониманием. Дальше. У вас из перемен идет рост и созревание. Смотрите, вот это колосок пшеницы вышел. Колосок пшеницы — это всегда к хорошему урожаю, прибыльности, к получению каких-то хороших дивидендов.
То есть если вы работаете на земле, если у вас ну, там, огород, вы кормитесь с земли, то у вас будет какой-то вот невероятный урожай, который принесет вам большую прибыль, большую оценку вашего труда, и вы будете ну, сами собой гордиться, да, за то, как хорошо вы поработали, и благодарить, кстати, землю, которая позволила вам вырастить такой огромный урожай. Если же вы не относитесь к сфере сельского хозяйства, то здесь в любом случае у вас какая-то урожайность идет. Урожайность либо в делах, может быть, у вас на даче яблоки какие-то очень вкусные уродятся, да, и вы прям будете собирать, еще и продадите соседям, да, за хорошие деньги. Также, может быть, на работе ваш проект или ваши какие-то вот задумки, ваши какие-то идеи дадут положительный результат, приведут к тому, что там компания сможет раскрутиться, получить хорошую прибыль. И вам идут именно дивиденды вот именно с ваших трудов, с ваших вложений и с вашего активного труда, либо ручного, либо, извините, мозгового, да, у кого как. Очень хороший знак. Вот кто смотрит мои отсыпки давно, да, крайне редко встречается. Дальше смотрим. Здесь у нас идет, кстати, еще кольцо обручальное. Да? Сразу тоже скажу, что кто хотел предложение, кто мечтал выйти замуж, получить предложение руки и сердца, брак заключить, то у вас идет к этому возможность. Вы получите кольцо, вы получите предложение. Только единственное, что у многих, как бы у какой-то части людей, у большей, наверное, да, какая-то вот заминка будет с браком. То есть вы, может быть, и договоритесь, может быть, вы решите, что все, женимся, но по каким-то обстоятельствам может задержаться этот сам процесс осуществления брака, да, то есть либо позже намеченной даты вами, либо с документами что-то не захотят принимать, либо, понимаете, какая-то заминочка идет. Но это не страшно, это не критично. Я не вижу, что это может как-то в корне поменять вашу ситуацию, что вы там скажете, ну что, не получается, значит, жениться не будем. Нет, так не будет. Но чтобы осадочек у вас не остался, да, чтобы вы не расстраивались и не переживали. Вот сердце, в нем 2 человека. Здесь общая дорога между 2 людьми. Знаете, женщина уже все знает, все понимает наперед. И про любовь, и про счастье, и про то, какая будет счастливая семья. А мужчина немножечко отстает, буквально на шаг отстает от женщины. У мужчины голова немножко не тем занята. У мужчины прошлая какая-то, может быть, связь, брачная связь, либо родители. Что-то у него силы забирает, энергию забирает и деньги забирает. Он вам не может все это озвучить, но вы будьте, пожалуйста, деликатнее с этим человеком, не вините его зазря. То есть вы причину не знаете на самом деле, он вам об этом не говорит. У вас есть догадки, ваши догадки в корне неверные, вот вообще неверные, ни разу не попали. Если вы хотите узнать, то поговорите с его близким другом. Прям прижмите этого близкого друга. Он, конечно, не будет сознаваться, но тем не менее, если вы прижмете этого человека, он вам скажет правду. Поговорите с ближним другом, вы все узнаете, и вы еще будете его жалеть, будете еще ему помогать. Да, тут такая какая-то запутанная история, и ваш мужчина, у него голова болит от всего этого, понимаете, он страдает в этом. Дальше смотрим. У вас тут мостик идет и радуга. Мостик и радуга — это очень хороший знак. Знак того, что вы перед собой какую-то откроете возможность, какую-то новую дорогу, какое-то новое исполнение, получение, приобретение, выход из вашей ситуации сложившейся в новое счастливое будущее. То есть, представляете, мостик. Вы выстраиваете мостик куда хотите, в любое дело, в любую возможность, в любую сферу. И при этом еще есть радуга. Радуга — это спектр цветов, да, который вас наполняет. То есть, что хотите, это праздник, это плодородие, вы все это получаете. А знаете, почему так происходит? Потому что вы очень сильно натерпелись в прошлом. И я вижу, что у вас в прошлом как будто бы вы жили, не знаю, на кого-то, что ли, работали, либо кому-то полностью отдавались. Если вы женщина, которая сама растила детей, то вам приходилось достаточно много работать, плюс еще дети, ответственность, да, и вы как будто бы вся уходили на разрыв, да, вот и между работой, между детьми. Может быть, еще и муж был какой-то проблематичный, абьюзер, выпивать мог вести себя не самым лучшим образом. То есть, понимаете, вы убивались, вот морально и физически вы убивались в прошлом, и как будто бы вот жизнь пролетела как одно мгновение. Вы кроме усталости ничего не почувствовали. А теперь вам дается за ваши страдания, за то, что вы выстрадали, пережили. Большой дар идет, большая возможность. Хватайтесь за нее,
ее, получайте. Вы знаете, чем больше вы будете получать, тем и благодарить, да, за вот то, что вы получили, тем будет возрастать вот этот, не знаю, как это сказать, там, кэшбэк, да, не знаю, уместно, неуместно, но тем не менее я вижу, что будет возрастать приход по волшебству, по получению, по свершению. То есть почаще благодарите Вселенную, почаще благодарите высшие силы, Создателя благодарите. Вот, ну, даже приучите себя по мелочам благодарить. То есть вы утром проснулись и поблагодарите за то, что вы проснулись. Вы там покушали, поблагодарите за то, что вы покушали. То есть вот за такие мелочи. И вы поймете, как перед вами открываются огромные возможности. То есть чем больше благодарности, тем больше возможностей вам дают. Дальше, мои дорогие, здесь хорошие новости. Хорошие новости. Одна новость хорошая для души, для сердца, а вторая новость хорошая для материальной сферы жизни, да, для денежек, для стабильности вашей, для, может быть, каких-то важных для вас решений. Первая весть идет от человека, который вас души не чает, который вас очень любит, который за вас, ну, и переживает, и молится, и на вас надеется. А вторая идет от, ну, я не знаю, это не человек, это какая-то организация, да, либо группа лиц под какой-то организацией, под каким-то логином, не знаю, под каким-то эмблемой, что ли, герб даже может быть. То есть я так понимаю, что это что-то может быть государственное, либо какое-то учреждение. Там вы получите либо одобрение, либо разрешение, либо вам скажут, что вы правы, и там, вы получаете там компенсацию, благодарность, какие-то выплаты. То есть вы будете правы. Может быть, это суд, да, и суд признает вас человеком, который выиграл дело, да. Все ваши претензии будут удовлетворены. Либо вы с кем-то ведете разбирательство, и этот вопрос закроется, причем закроется как-то мгновенно по, например, договоренности, когда вас полностью акцептируют и вам дадут все то, что вы просили, еще плюс там сверху добавят, да, лишь бы там замять это дело и не придавать его огласке. То есть такой момент может быть. Так, мои милые, я вижу, что еще может быть свадьба чья-то, но это не вы женитесь, да, не вы выходите замуж, а вы как будто бы на чью-то свадьбу пойдете, либо вас будут звать на чью-то свадьбу. Знаете, там есть риск такой, что вы просто затмите невесту своей красотой и наживете себе каких-то неприятностей. Вот я вас предупреждаю, я понимаю, что красоту ее не спрячешь, и не нужно себя, конечно, там прятать, но тем не менее, чтобы не было неприятной ситуации, лучше... Ну, выбирайте наряд, ну, может быть, поскромнее, да, либо не настолько тебя украшайте активно. Потому что я вижу такую ситуацию, что все, во-первых, гости, которые, например, не знают жениха и невесту, они все будут думать, что вы невеста. Вы примите 1001 комплимент, и невеста вот очень обидится, и еще люди будут за вами наблюдать, шептаться, да, что вы специально это все сделали. Особенно если кто-то из ваших родственников, вот это, пожалуйста, не надо. Лучше откажитесь от похода на эту свадьбу, чем вот наживете себе такой неприятный момент. Это может быть. Вы не виноваты. Вы не виноваты в том, что вы красавица. Вы не виноваты, что вы яркая, что вы привлекаете внимание. Но люди как-то к этому отнесутся, ну, я не знаю, как будто бы вы их троллите, да, специально так вырядились, специально привлекаете к себе внимание. Так, мои милые, здесь я еще вижу мужчина ваш, например, мужчина, с кем вы в паре, в браке, в отношениях, будет вас чем-то приятно удивлять. Человек для вас готовит какой-то сюрприз, подарок, поездку, какое-то исполнение вашей мечты. Вот так вот, да. Может быть, у вас день рождения будет, и человек готовит исполнение. Значит, мужчина очень сильно старается, он прям пыхтит весь бедненький. Может быть, где-то он накосячит, как обычно, потому что у него идеально не бывает. Вы же его знаете, да, значит... Не ругайте. Вот главное, не ругайте. Принимайте все как есть. Принимайте то, что делает, принимайте с благодарностью, поблагодарите его. Ну, а по поводу того, что он там попал, не попал в цель, пусть это лучше останется у вас в голове. Не надо об этом говорить, озвучивать. Знаете, не перебейте ему вот этот вкус к тому, чтобы дарить вам радость. Он и так бедненький себе голову ломает, у него как-то с фантазией не очень, да, он не всегда понимает, что вам нужно и как это все сделать. Он лучше там вообще ничего не сделает, чем он не угадает. Вот, поэтому лучше обнадежьте его, скажите, что ты молодчиночка, что хорошо постарался, огромное тебе спасибо, чтобы у него стимул на подарки не пропал на будущее. Так, еще здесь человек, который для вас вредоносный, какой-то враг, вражина, вредительница какая-то, это женщина. Вот эта вредительница, она
как будто бы какой-то контрудар нанесет, как будто решающий удар нанесет. Возможно, вы что-то найдете у себя в доме, либо на пороге своего дома, может быть, даже там в машине, если водите машину, либо на рабочем месте. Что-то вы найдете странное, что-то вот напутанное, скрученное, похожее, может быть, на какой-то клубок, либо какую-то куколку. Там будет все. И волосы, и ниточки, и перышки, то есть как бы какие-то лоскуточки, вот какая-то вот хрень, извините за слово. Вы эту хрень не берите, вы на бумажечку и сожгите. А всем своим знакомым скажите такую вещь, что я обратилась там, ну, к магу, к экстрасенсу, придумайте что-нибудь, да, и человек обратку сделает тому, кто мне делал эту гадость. И сразу же по лицу вы увидите, кто вам делает, прям сразу же увидите. И этот человек сам себя накрутит на то, что да, теперь мне прилетит обратка, что мне делать? И вот человек такой, знаете, тихой мышкой из вашей жизни исчезнет. Ну, будете искать, не найдете, просто исчезнет, потому что будет бояться, что обратка прилетит. Вот такой момент, мои милые. Так, пусть все неприятели поскорее сгинут из вашей жизни, и никто никогда вам не навредит. И пусть в вашей жизни всегда будет солнечная погода, пусть будет море радости, тепла, подарков и веселья. Мои милые, я искренне вам это желаю. И пусть все неприятности останутся здесь на песке. А на этом все. Гадание мое закончено. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.